Бүгін 11 июля 2016 года я беру интервью у Сервер аға Бубекирова. Селам алейкум, Сервер аға. Айтын, сіз қачыншы жылы оқыдыңыз? 1951 senesi. Қанда оқыдыңыз? Самаркандская область, Өзбекстан. Dağlarda, Угад деген жерде. Кайташ уже. Значит, в Самарканде, да, вы родились? Область, да. Или в области? В области. А в каком месте? Это горы были, рудник Кайташ. Ну, еще от Кайташа там Угад, рудники вольфрама, молибдена рудники высоко в горах. Sizin ananız nasıl taraftan doğma? Anam Чотхара. Adı nasıl onun? Февзие Абдурахман Efendi Hazretleri. Так, Бахчисарайский район, да? Babanız? Baba Mamaşay. Adı nasıl? Узир Эбубеки. Так. Харбабаныз büyük ana taraftan bilirsiniz yok onların? İşte adların ana taraftan Acali Хarbaba и Хартана Мерзие. Ular Хартана, например, Topçukoylu, а onun anası Бахчисарайлы, neden? Казасlardan, например. Поэтому я сборной Бахчисарайского района. Караимы, да? Казас, это крымстарские, крымтатары да барали, да, это галунчики. Но в последнее время они вот Десади, Хан-Сарай, фрунджлары, да, эти фрунджи на ханские. Значит, это Лагаб, Казас, да? Это занятие Лагаб, Казас, это и караимский, вот как черкесский, это и до сих пор крымтатары бар, узак сөйлеріміз, Казаслар. И, кстати, Харасу Базада, Казас, Эльвира замуж в Турцию. Крым татар хазы, это галунчик, пуговиц, все ханса делали. Но последние казасы были в Фрунджи, ханском дворе, и дом их не был, вот здесь садик на западе от ханского дворца, прямо через забор. Казасы. Значит, ана тарафтан Харбабаныз nasıl adı? Ана тарафтан. Абдурахман Эфенди. Он ботаник, учился в Казанском университете, Петербургском, Стамбульском и Берлинском. В 37 лет был выгнан, отправлен из дома в 33 года. 33 года в 20-м году вернулся в Крым. Он откуда родом? Ну, он как, его отец Чотхара, а мать все эти... Они вообще бахчисарайские, но еще тогда были высланы, преследовались. И он и в Инкермане там прятался в пещерах, чтобы братья его все в Турцию покинули, в Иран. А Казас это с какой стороны? Это со стороны бабушки. Бабушки Мерзие. Матери, да, вот так. Значит, с отца стороны деда как звали? Казус, и они там, и пчи могут быть еще, знаешь? С отца стороны деда как звали? С отца стороны деда, сейчас скажу, деда звали Муждаба. А бабушку? Бабушку Асье. Они откуда родом? Мамашай. Ну, они Тамыр, да, там Аджали, то есть не Аджали, здесь был прадед Аджали, а там был предок Аджи Муслим. Это Аджи Муслим, у которого самые лучшие сады были в низовьях. Это дедушка был, знаешь, ты журналистку Наджефими? Его дед был Алягадж, он подтверждал, что... Ну, с Мамашая, да? Да, Аджи Муслим Торнлар, это прадед Аджи Муслим. Но отец с другой стороны Харалесский, из Тоторосов. Знаешь, слыхал Тоторос? Со стороны матери. Тоторос, когда я в Мариуполе сказал, этот спросил, а кого, ну, как по отцу их называли Тоторосами, понимаете, с Харалеза. Валерий Кёр сказал, а ты знаешь, что такое? Я говорю, вот много чего знаю, но вот это не знаю. Думал, звукопроизводитель. Он говорит, это искаженный Теодорос. Ну, может быть, я не знаю. Харалецкий, там прабабушка была вот, из Тоторосов. Значит, вы закончили школу и поступили? Ну, мы были первый выпуск, поступил на отделение крымстарского языка литературы в 1968 году в Низани.
Вообще математиком хотел быть, но мне не позволили. С вами кто еще учился? Ну, сам учился, значит, там Верак Малаев, Ремзи Алимов, Ильяс Абдишев, Мневер Меджитова, 25 человек на 28 было. Ну, я сейчас такой момент, аудио идет запись, да? Мне очень жалко, как раз когда Сафурей Каджаметов, уважаемый, опубликовала, что про Балича, я думал, надо встречу организовать. А Блага Балич был проректором даже госуниверситета имени Низами, проректор заочного отделения, но выдающаяся личность. В каком плане? Во-первых, чтобы поступать, я пришел к нему, мы не были знакомы. Он и редактор газеты «Леймбере» Авселян Ага примерно в одном духе высказал. Это, говорит, на то время последний соломинка, который нам дает государство, цепляясь, потому что я хотел в другое техническое направление идти. Я послушал этих людей, и чем, в общем-то, и удовлетворен. А Блага все 5 лет был нашим куратором, Балич. Хотя он нам ни одной лекции не провел, он был занятый человек, проректор, но его выдающийся, мне, конечно, жалко, что был вечер посвященный, что не участвовал. Это мало кто мог сказать, там только из наших этих, я видел фотографию, Мневер Меджитова, но я не думал, что она понимает эту роль. Какую роль? Выдающая роль сыграла в деле нашей группы, другим уже после не повезло, после нас еще частично курсу повезло, и даже современно. Дело в том, что он для нас пригласил учителей, то есть, скажем, кандидат наук Басыр Гафаров с Москвы нам преподавал старотатарскую письменность и язык. Профессор Музафаров, откуда он был вызван с Ульяновска, профессор, доктор филологии, преподавал крымстатский фольклор. Это были настолько увлекающие лекции, вот прямо с его лекции, то, что он говорил, можно было книгу писать, потому что он был доктор наук, защитился на тему русско-тюркские фольклорные связи. Это очень такая капитальная тема. Также Аблага, это его выдающая заслуга была, пригласил для нас с Алматы нашего, хоть он не имел ученых степеней, выдающегося языковеда Эмрасана Куртмуллаева, автора довоенных учебников с Алматы, уже пожилого человека. Также с Алматы приехала Раиме Муллина, она крымская казанская татарка, с Симферополя родом. Но это, например, по сей день я не слыхал вот среди крымстар такого человека, который так красиво и так грамотно говорил на крымстар, как Раиме Муллина. Она нам преподавала древнетюркскую письменность, руны. Это были исключительные лекции. Она доцентом была. И говорят, уже после мне рассказали старожилы вот Крыма, что когда она до войны поехала в Москву учиться, с ней был только чемодан книг. И очень интересная просто история. Раиме Абде, наверное, давно нет, потому что в те годы ей было там за 60 лет, это, скажем, в 70-м году. Скорее всего, ее давно нет. Она с Алматы тоже приехала. И идя по набережной Москве, по набережной Москвы-реке, какого-то воры выхватили на чемодан и побежали. Значит, и через какое-то время, когда, говорит, они, видимо, открыли чемодан, чтобы думали, наверное, ценности какие-то приезжие, и там оказались книги, и она, говорит, и они выбросили эти книги, оказывается, в Москву-реку, и она там бежала за ней, и когда увидела плывущие книги, говорит, она чуть с ума не сошла, для нее богатство, оказывается, все было. Вот эти книги, это выдающая личность. И еще также преподавал академик Атакузи Азизов, это действительно член Академии наук СССР, автор учебников языкознания на узбекском языке, крупнейший языковед. Почему уникальный? Потому что человек, это, видимо, по просьбе, наверное, только Аблага мог, он вообще был завкафедрой русского языка в Ташкентском госуниверситете, это большая личность была. И член Академии наук занят, но он приезжал специально преподавать нам, и только мне раскрылся, когда я как староста попросил не шуметь, он говорит, нет, вы должны на лекции шуметь. А я, говорит, хоть лекцию веду, я, говорит, вас слушаю на Крымстарском 25 студентов, 28, говорите, потому что я, говорит, еще в 25-м году, можешь представить, и был научный командир в Крыму, говорит, я вот изучал ваши диалекты.
Впоследствии это академик, он владел китайским языком, преподавал в Китае и в Сорбоне преподавал. Можешь представить? Вот такие, ну, я сейчас самых наиболее маститых, и другие были там. А довоенные были какие-то вот наши? Довоенные были вот как раз Эмирасан Куртмулаев, вот Раиме Мулина, они все уже до военного поколения, которые участвовали в оформлении нашего литературы. Нет, Куркчи не был, Куркчи не был, да. Вот единственный, с кем я не встретился в жизни, с Куркчи. Пусть отдельно расскажем, почему. Да. Хорошо. Выдающие языковеды. И они дали настолько такие потрясающие знания. Ну и конечно, кадровый, то есть доцент Мемет Ходжа Умеров Дерекойский, это довоенный тоже, который в 1933 году был, ну, то, я не знаю, расплачен или что, оказался в Узбекистане. Он доцент, доктор филологических наук, ученик многих выдающих тюркологов, да, но он ташкентец был. Основной он преподавал все дисциплины, скажем, диалектологию, современный крымстарский язык. Вопреки, например, Айдер Мемет утверждает, что там, вот он говорит, это мой ученик, он нам ни одну лекцию не преподавал. То есть так вот, мы когда на втором-третьем курсе были, он только в институт пришел, там аспирант, что-то такое. А также были приглашены Эрвин Умеров, писатель с Москвы, по-моему, введением литературоведения. Юсуф Булат, кажется, литературное чтение, что-то такое, писатель Юсуф Булат преподавал. Хорошо, мы и до этого были знакомы, и после этого мы были знакомы с Сфара. Эшреф? Нет, Эшреф, он как раз тогда переехал в Москву, да. Кто же еще? Реза Фазыл какой-то спецкурс читал, сейчас не помню. Ну, просто я хочу сказать, что нам в этом плане вот намного больше, потому что после где-то 80-е годы произошел разрыв поколений. Там по разным меркантильным причинам, только единственная, скажем, вот выпускница на красе Мунивер Меджитова была оставлена на кафедре, но ей тоже 2 года там заставляли поливать цветочки и, в общем, не допустили к лекции, и после уже разрыв произошел, понимаешь, поколение, там Черемов как раз Айдер Меметова в противоречии с Мемет Ходжа Умеровым возникли, как раз в редакции работал и там разбирал. После окончания вы кем работали? После окончания я только, значит, год отрабатывал в Самаркандской школе номер 4 про крымстарский язык, и после армии следующий год работал в 58-й школе, тоже города Ташкента, это инструментальный район, где крымстары жили, тоже преподавал крымстарский язык. И, ну, после, я не знаю, конечно, для науки интересно, ситуация в том, что в 58-й школе мне дали классное руководство на полгода, и дети, которые были на учете в детской школе, это отделе милиции, за полгода вот этот класс, он стал какой самый образцовый, то есть там было 8 круглых отличников, там 25 ударников, троек нет, и ни одного отстающего. И более того, именно мой класс снялся в фильме «20 дней без войны». И мой ученик Айдер, фамилию сейчас не вспомню, вот на руках у Никулина. Потому что был отбор всех школ, там массовку Ташкента. И вот это крымские татарские дети прошли, понимаешь? Вот именно Никулин, режиссер Герман, знаменитый, выбрали. Но к концу, когда окончать педсовете, когда распределяются часы на следующий год, вдруг мне заявляют, что 10 часов без классов и без продленки, это что такое? Это значит, человек должен там 50-60 рублей платить, то есть без этого. Я посмотрел удивленно на всех старых учителей, но это не была крымстарская школа, это была там Волкодава, директор, там Герман, Ненец, завуч. И те учителя говорят, а ты что, разве, говорит, не дал взятку, говорит, директору или завучу? Я молодой учитель, ну какая же взятка, чтобы тебе часы дали? Быстро беги там в магазин, это вот там посуду напротив, сервис какой-нибудь купи, если денег не... Что-то такое, хоть долг иду. Я подумал, что противно, бросил, и после уже занимался совершенно другой, уже в области химии. В каком году закончили филфак? В 73-м. И после уже... Вы в школе сколько проработали? Ну, 2 года. 1 год в Самаркандской школе города. А потом? И 1 год в Ташкентской школе. А потом? Дальше. А потом работал, значит, в Узбекском институте научно-технических исследований, технико-экономической информации, научным сотрудником.
То есть мы там заново пришлось, это очень долгая история, поймете, это когда отношения с Чехией, можете представить, вот вроде технологии ракет страна выпускает, но зубные щетки не могла страна выпускать, и что ж технику от Чехии отказали, там как щетина к пластмассе делается, это к политбюро решений, вот на Ташкент было возложено, но мы тоже не заново изобретали, мы этот нашли по немецким довоенным вот трофейным этим документации, бытовую химию восстановили, краски всевозможные, пятновыводители. Работал в области бытовой химии, часто в Москве, был даже заведующий ассортиментного кабинета Союзбытхима по шампуням. То есть впервые тогда появились шампуни после ГДР в СССР. Это, и вот мы разрабатывали. Вот как так получилось, что вы закончили филфак, а потом химия? А потом химия, потому что я жил рядом с этой лабораторией, то есть научно-исследовательской частью от Союзбытхима, узбекским филиалом. Прямо вот рядом жил. И уже там получилось как? Вот этому институту дали политбюро разработать, значит, вот я говорю, с Чехии, знаешь, вот это чешское это было же, оказывается, представь, на весь Союз Чехии зубные щетки. И те переложили это задание на наш научно-исследовательский институт, это информации и патентование. И выпал на меня, я вот с этими техническими работниками совместно мы там пошли, значит, в нашем институте хранили все эти немецкие трофейные технические документации, понимаешь? И во время работы они пригласили к себе, тем более я там рядом жил. И генеральный директор, он последний работы, очень известная личность, Милкумов Николай Александрович, и начал мне посылать, и мы там олимпийскую тематику, первые разработали пакеты, которые, если ты, наверное, не помнишь, твои родители могут помнить, пакеты изображений, да, это совершенно то есть другое. Это не связано было с национальным, да, абсолютно. Это ваше личное, да, это интересно. Лично, там, часто, в каком году вы снова вернулись вот к нашей национальной тематике? Ну как, где-то на 2-3 года вернулся, это сейчас скажу, в 77-м, наверное, 8-м, когда мой однокурсник Ремзи Алимов пришел ко мне и пригласил, сказал, что есть вакансия одна в газете «Ленин Байрагай». Я перешел в нашу газету, где он был принят, да, там, сначала как переводчиком, после старшим корреспондентом. Ваш друг был принят? Или, он работал там, он сам работал, он зав этот... Тогда был Тимур Дагджи? Нет, это было при Ислямове, да. Ислямов, да. И уже при мне произошла смена, где-то я, наверное, год работал, наверное, с этим, и год работал с Тимур Дагджи. И сколько вы в газете проработали? Около 2 лет. Ну, когда... А потом что произошло? А потом произошло, знаешь, там вот как раз Тимур Дагджи, я его хоть очень уважаю, у него там редкое мышление, информация, и он меня уважает, мы с ним в нормальных отношениях. Он начал просить, как до этого мы с Белалага составляли страницу Джисарет, то есть о наших фронтовиках все, которые активисты вырезали, и после это уже как материал считался. И послали в Москву, сколько у нас фронтовиков, там вот такие темы вели, положительно о народе писали. Он начал настойчиво просить, что подавать, значит, негативный материал. Среди нашего народа есть там и воры, и проститутки, просил в тюрьму идти. И с другой стороны, пошло давление органов, хотя до этого они не трогали. Ну как давление? Они открыто сказали, что ты самый перспективный на место замредактора Исубулата. Мы тебя видим. И в начале ты должен поехать с обкором в Ферганскую долину. Знаешь, там у них, видимо, совпали. Это ты пишешь? Ну ладно, но это ты, я думаю, в интернет не дашь. Там как раз Абламитов, как же его скандал. Но вы это не говорите, вот эту внутреннюю кухню. Говорите, что считаете нужным. Ну, скажите, короче, что... из-за этого давления мне пришлось уехать на Кавказ. Уехал в Северный Кавказ, да. И год там работал экскурсоводом на Кавказском побережье, Сочи, Озеррица, Сухуми, Геленджик, все эти маршруты там, Новороссийск.
И через год работал на пищекомбинате, где мы готовили, в общем-то, эксклюзивные, это для Кремля, разные такие. Почему я с Бекме со всеми этими знаком хорошо, с виноделием, понимаешь? И там 5-6 лет проработал до Крыма. То есть там вы были поваром? И... Нет, это не повар, это был крупный пищекомбинат. Я был начальник снабжения сбыта. Это не повар, это мы готовили там мед, ореховое варенье, каштановую пасту, розы варили. Но ваша специальность как называлась? А? Ваша специальность? Специальность называлась начальник снабжения сбыта пищекомбината. Крупного пищекомбината там. Так, и вы еще экскурсоводом были там? А до этого год, да, потому что год не был прописан, то есть невозможно было прописаться, и без прописки работал, значит, экскурсоводом Геленджикского бюро путешествий и экскурсий. И на Кавказское побережье тоже знакомы все эти экскурсии, Туапсе, Сочи, Сухуми. То есть тогда у вас уже был интерес проводить, вот уже возвращаясь в Крым, уже тогда был опыт проведения экскурсии? Нет, да? это получилось совершенно случайно, так как почти там более полгода не прописывали. Естественно, без прописки никого не брали на работу. Но водителем директора бюро Ольги Моисеевны, еврейки, был крымский татарин. Он сегодня живой, живет за Ланкой, этот Севнага Аблаев. Кстати, он часто в Крыме публиковался о депортации. Он был водителем, шофером, и он его просил, потому что экскурсоводы могли работать как бы временные люди, которые, приезжие, понимаешь, на сезонники. И уже к наступлению зимы там был уволен, И в каком году вы там, в Геленджике, до Крыма вы там жили, да? Да. А в каком году в Крым вернулись? В 1986 году я заново вернулся, значит, в Средней Азии, потому что в Ангрене отца парализовало, и уже в 1988 году, 1 июня, прилетел в Крым, все, вернулся окончательно. Хотя и в 1986 году полгода была попытка, бесполезная, даже фиктивные браки не признавали. Бахчисарай, да? Да, в 1988 году, да, с 1 июня, как бы, жил в Бахчисарае. 1 июня вернулся, 20 октября удалось прописаться. В Салачике, да? Нет, вначале, да. Нет, вначале в Новом городе, вот где недалеко, где рынок, да. Но оттуда был изгнан уже после прописки, потому что не было визиса, там местные милиции и прочие органы просто выгнали с дома, который уже был оформлен. Там такая ситуация глупая, там бывшая хозяйка дома была любовницей замначальника милиции, да, поэтому они попросили большие деньги. Наши активисты, интеллигенция, вот вы говорите, вышла на вас, жили у вас там, они сами каким-то образом находили. Вот, скажем, в 89-м году... Вы же тогда еще не были связаны с культурой, нет, да? Тогда еще с культурой нашей не занимались? Нет, я, значит... Как только приехал в Бахчисарай в июне, начал ходить в музей и проситься на работу. Но на работу не принимали. Экскурсоводом? Вообще просто научил. Мне Петров, директор, сказал, когда я пришел, он не опознал, что крымский татарин. Он сказал, что есть 5 вакансий научного сотрудника, не экскурсоводом. Научный сотрудник, потому что экскурсовод это временный, понимаешь? А в музеях научный сотрудник. И когда позже он узнал, но это была абсолютно не его вина, ему запретили там райком и горком партии принимать меня, как он мне объяснил, они сказали, что это идеологический фронт, и мне нельзя работать. Иди, говорит, с ними договаривайся. Я говорю, а что я пойду, я никогда не состоял членом партии, не был. Но тем не менее он просил пойти, мне там открыто сказали, что идеологический фронт, ты здесь не потребен. И уже когда, более того, значит, месяца 2-3 не работал, хотели выслать заново, можешь представить, с района. Я еще успел поработать штукатурщиком на агропроме. И почему-то, что изменилось в январе 1989 года, встретились в городском автобусе, случайно с Петровым, директором, он пригласил, и в тот же день был принят, буквально в течение дня, и уволился, и с 12 января 1989 года приступил, да. И уже в 1989 году, как они сами находили, например, приехал, скажем, Еремиров, аж с Гинчинска, Чевал там на контакты. Мамут Чурлу уже к концу 1989 года тоже приехал. Я не знаю, я не помню, конечно, детали Москвы. Скажем,
хотя вот с Рустем Имином были знакомы, ну, контакты прервались, вот один день с работы возвращаюсь, смотрю, он в магазине сидит с своей женой, там чай пьет, и мне жена говорит, подожди, не заходи, говорит, тебе друг приехал, вот угадай, кто тебе, говорит, ждет, говорит, я удивился. Ну, хотя мы 68-го года были знакомы, дружили, художник Рустем Иминов. Вот так вот сами они уже выходили, и в Ханске очень много людей сами в основном приходили. Работа там вначале была напряженная, потому что вначале не было ни реставраторов, ни рабочих. Не только приходилось экспозицию создавать, приходилось к сезону самим и красить все эти стены, балясины, там, и полы. Первые несколько лет одновременно. Вначале был просто старшим новым сотрудником. После в 91 году создания музея, там немного Гульнара Бекирова дала неправильную информацию, что первым директором был Апазов. Нет, во-первых, никогда не было поста директора музея Гаспринского. Это был только отдел музея истории-культуры. И первым заведующим отделом, то есть, ну, зав музеем, а документально проходило, значит, зав отделом, то есть и зарплата такая, все. Был я по 98 год. Ну, так как мне приходилось разрываться на два фронта между Ханским и этим, и там жили жители, хотя вот помогал и на судах отселять это самое, я его, конечно, принял как, большей частью как завхоз, потому что там сначала были хозяйственные вещи, вот, Апазова. Дома Гаспринского, да? Да, дома Гаспринского, да. И только он, потому что есть какой-то фильм в интернете выпущен Гульнары Бекировой, что он сам дает интервью, мне неудобно говорить людям, которые уже покойные. И вот он дает интервью и говорит, что в 2000 году собрался Бахчисарайский меджлис и решил создать музей Гаспринского. Я извиняюсь, музей Гаспринского, он документально был создан в 91 году в решении Министерства культуры. Я был первым заведующим, и никогда там директора не было. Даже Зофия не было, даже заведующий, считался отдел, понимаешь, музейный отдел. И более того, не то, что, скажем, создался декларативно. Если все, кто помнит, старожилы, старый писатель, в 91 году первая экспозиция на втором этаже Гаспринского, все эти газеты, терджиман, другие личные вещи, перо, тросточка, нагрудной знак головы города. Это я один персонально создал, который уже после освобождения, к концу 90-х годов, она точно в таком виде переехала туда. И там долго в неизменном виде выставлялась. То есть это не только на бумаге был музей. И все эти участники конференции 140 лет, 150 лет, тогда посвящали, проходили через Ханский дворец, через эту комнату, большая довольно просторная комната, которая экспозиция Гаспринского. Так что у нее там так получается, Меджлис собрался, решил создать. Хотя музей Гаспринского был создан в 21 году. И первым директором был Рифат Гаспринский, старший сын Исмаила Гаспринского. Ты можешь на секунду выключить? Вы с национальным движением так вот прям официально не были, да, вот 70-е, 80-е, такого. Просто как в газете вы как бы касались, Сейчас я скажу. Кратко. Кратко. Еще со школы дети там 7-8 класса по просьбе старших каждый индивидуально писали письма на имя членов Политбюро. Скажем, тогда, наверное, весь Узбекистан, может, татарские дети писали. Теперь, в принципе, все время был знаком, и на Кавказе знаком. То есть на Кавказе было несколько групп. Но я участвовал в Краснодаре на улице Дунайская, 24, у участника войны, капитана запаса Сипмина Тага, я фамилию сейчас не помню, он был уроженцем деревни Бахчисарайского района, под Бахчисарай, который прошел войну до 1947 года и Дальний Восток с японцами воевал, собирались... Не Амет Абдураман? Нет, он жил под этим. Собирались старики. Кстати, там был и Битлага некий, с Тимошок приезжал, с Ростова-на-Дону приезжал. Самое интересное, я был самый молодой, и там я встретил Ибраима ага Мустафаева, который был директором Ханского дворца во время войны. Но эти старики много чего забывали. Самое интересное, что супругой
Мемет-ага, была русская женщина, сибирячка, Евдокия Васильевна. Очень красивая, голубоглазая, такая седая, кудрявая. И когда старики забывали многих участников, прочие дела, она всем говорила имена, то есть она информировала, что там тот живет, там тот живет. Вот в этом плане, да. То есть вы принимали участие в заседаниях, да? Да, да. Аж за 130 километров приезжал с Архипольски, да, с Архипольски, потому что это была наиболее такая компетентная, интеллигентная группа. Мемет-ага сын был сначала директором Гургаза, то есть замдиректором, после директором Гургаза, да, и другие тоже на таких ответственных работ, и бывшие фронтовики, да, люди там были. Потому что то на нашем побережье, это, в общем-то, они участвовали, но, знаете, на уровне разговоров было это, заниматься там пустословием, некогда было. Кто-то мне направил. А вот этих течений вы не знали, Кемал Куку, Гамер Баев, там, или Чайлах, Рифат, на Кавказе, которые были НДКТ. На Кавказе я не знал, когда через год мне там с очень деловыми, скажем, не буду называть, там, армянской национальности, там, людьми познакомили, там, владельцами крупными торгашами, которые за определенную там сумму сказали, что мы тебя пропишем. Понимаешь, несколько раз меня выгоняли, там была комиссия в Геленджике по прописке. Потому что действительно существовал циркуляр, что на Кавказском побережье не прописывать там крымстар, греков, армян, прочее. Хотя и русских и не прописывали, знаешь, даже участник войны, какая-то курортная зона была. И мне чудом, и через 2 недели мне вызвали в одно учреждение, понятно, сначала военкомат, оттуда провели в другой ЗАГС, там, где человек стучал по столу и говорил, что ты прибыл на связь с военными. Я тогда не знал, что семья военных там есть под Туапсе, активисты. И говорил, с кем военными? Я никогда военным не был. Они кричали на меня, эти рабочие органы, говорят, что ты дурака валяешь. И когда я вернулся, собрались наши эти, рассказывал, и говорю, что-то вызывали по какому поводу вообще. А вы не знаете? И они начали смеяться, говорят, это они имели в виду. Ага. Рустем Шерхединов в Алуште. Он тоже оттуда, по-моему. Нет. Я жил в Архипольске, это город Геленджик, это между Геленджиком и Туапсой, еще южнее. Глава старейшин Алушты. Там много было, да, знаешь, наших крымских татар, да? Как тебе скажем, да? Я более как с того поколения, мне иногда, и мою супругу очень возмущают, в 90-е, в 2000-е годы в газете начинаем писать, люди, которые подписывают, ветераны, знаешь, не имели никогда отношения, может быть, 1 или 2 раза. Вот даже Бахчисарай один, который, скажем, собак в Беговате спускал на активиста, понимаешь, когда за 3 рубля приходили просить, он работник военкомата был, здесь он стал этим самым. Какие темы исследования вы интересовались? Вообще там, лингвистика, этнография интересует, и история только в разрезе 15 века, то есть середины, до начала 16, то есть время возникновения Крымского ханства, если чисто исторический аспект. А по лингвистике? По лингвистике это наши диалектные особенности. И вот тогда мой учитель Мемет Оджа впервые в Ташкенте, скажем, еще где-то, 70-й или 69-й годы вызвал домой и заказал мне, как курсовую работу. Он прям попросил грецизм в крымстарском языке. Будучи уроженцем Дерекоя 1903-го, он сам первый тогда мне назвал вот эти вот названия, сегодня нам известные, Карди, Нефры, я это не слыхал, Карашоула там, Гогоша, вот такие вещи, да. И как бы дал базу. Я начал другие, понимаешь, вот там уже ботаники, там Умос, есть еще вот Мими, знаешь, они тоже, вот эти медицинские термины тоже с греческого языка, знаешь, происходит. Пуска, знаешь, там мочевой пузырь. Что-то тогда написал такое. Лингвистика, история, и что вы еще сказали? Этнография. Этнография, да? Этим вы занимались в музее, да?
Этим с того времени, да. И вообще, и до этого тоже, я все время, работая, скажем, и в области химической промышленности, и там за джинсом, часто бывал в Каване, в Москве, я всегда посещал магазин Академии и всегда покупал книги по истории крымской тематики, независимо где. У меня самое ценное, что у меня нет машины, это книги, которые годами покупал, да, вот в Москве, да, очень ценные книги приобретал, да, и все время так интересовалась, да. И в течение с 90 по 2000, какой год вы работали в Хан-Сарае? 11-й, 89-го года, с января, 23 года поработал. По 2000? По конец 11 года, да. 11 год работали в Хан-Сарае, да? Да, занимая разные должности, да? Не, я был старший научный сотрудник, заведующий отдел и позже заведующий музеем. Директор музея истории и культуры Крымская. Вот. То есть этот музей мы создавали, который сегодня, он на бумаге есть, вот 20-летие в апреле провели. То есть там были, вот, если до этого приехали, были экспозиции, скажем, русский мундир, Екатерининская комната, там комната Крымской войны, Суворовская комната, еще все. То есть все это было в 90-е годы. Каждый год вот это изъято, не в течение сразу одного времени, потому что были скандалы на этой почве, и заменены на чисто крымстарские экспозиции, то есть это, скажем, крымстарская одежда, производство изделий из металла Крымстар, шитье, вышивка, Гаспринского, как я сказал, крымстарская кухня, весь второй этаж. Но сегодня это все заново разрушено. Вы результаты своей работы печатали в чисто научных учреждениях, да. Это в Киеве, например, университет, факультет истории, там, этнологии Киевского университета выпускал журнал «Вопросы этнологии» или «Вопросы истории Восточной Европы». Там печатался, где еще, в Минске печатался, чисто материалы конференций. В Японии тоже, там лекции, был приглашен. Кстати, туда был большей частью приглашен как специалист по Гаспринскому. И у них это очень тема разработана. В Турции, не? В Турции. В Турции лекции не читал, но на конференциях был членом турецкого исторического общества, дважды на их конференции, 4 года один раз проводится в Анкаре, выезжал. Там тоже в сборнике есть, но это сборник, потому что последний раз мне не удалось, я вместо Турции выбрал Румынию, так как никогда не был, тоже на крупную конференцию. И работал уже после пенсии в Вильнюсе, этот международный университет безгосударственных культур, изучение проблем безгосударственной истории государств. Но это не для студентов, это научно-исследовательское учреждение. Но к вам приходили перспективные ребята вот за 20 с чем-то лет? Вот вы, может, воспитали, может, у вас какая-то команда образовалась, ученики, может, были? Мне неудобно говорить. Вот, скажем, Гайворонский, он работал в художественном музее, заповедник, то есть у нас. И там по разным причинам он был недоволен, что его там заставляют вешать только картины, прочее, сам жаловался. Я его пригласил к себе. Он не сразу встал на тему Крымского ханства, а после, и многое то, что в его книге, особенно в первом томе, я ему вот в наших переколах на Ваку наговорил, то есть много. Это о чем, может, надпись, вот то, что дарственная книга, хотя он там официально не понял, что у него меркантильные вещи есть. То есть вы его пригласили куда? К себе. Он у меня начал, в отдел, исторический отдел, он начал работать младшим научным сотрудником, после старшим научным сотрудником, это после что, Хан-Сарай? Гайворонский, да. Музей истории культуры Крымстар, Бахчисарайского заповедника. Там сложная такая структура, понимаешь? Структурный этот, как тебе сказать. То есть вы ему открыли, да, чтобы он изучал крымскую проблему. Он с художественного музея перешел в наше уже другого подразделения. И через 2-3 года начал дорос до замдиректора по науке. Его известные, труды. Да, его, Еще кто? Еще кто. Вот сегодня София Абдураманова, она тоже у меня начинала работать с научным сотрудником на ткани, вышивке специализируется, пишет диссертацию. Супруга моя, Наджеба Викирова, она по кухне написала там в Америке, и другой труд написала, но она не виновата, что издательство одно Крымстарское Старпан свернул эту книгу и иллюстрации не сделал. Это традиционная кухня крымских татар, книга ей.
Жилтухина тоже у меня за этнографией была. Это этнография Крымстар в 19 веке, тоже книжка, я принадлежит. Кто еще? Остапенко Галина Дмитриевна, у нее ряд статей по металлу, изделия из металла, ювелирный, это самый Крымстар. Это в специфических этих. Соболева, да? Соболева, да, она и дома ночевала, да, Лена, она начинала, когда первый раз приехал, мы дружили с этим факультетом, Мария Гримич, этнология, они первый раз приехали в Крым группой изучать Крымстар, кто-то на религию, кто-то другие вещи, кто-то социологические, она на свадьбу, и каждый год приезжала, я ей часто, не мог вот физически, но часто просил друзей и прочее отвезти в такую деревню, где свадьба, где дула, вот и в Симферополь, и в другие, в Степной Крым, давала адреса, и в это самое, она и дома у нас была, ночевала, в общем, мы с женой, Курилер, она очень благодарна, мы там еще отдельно переписываемся, она кое-что до сих пор спрашивает. Вот за 23 года еще, наверное, и наши студенты были крымские татары. Ну, студенты даже, скажем, Ультер это проходила, но она не обращалась, скажем, в фондах. Та же этот, как его, Ульвье, они часто в кабинете, ну, много. Ну, так сказать, чтобы вот именно вы воспитали, таких нету, да, вот именно, чтобы похвалиться, там, такое вот, допустим. Ну, Гайворонский, в принципе, да. Не, вот из крымских татар. Из крымских татар, понимаете, надо там, вот, скажем, ну, чувствовать, целенаправленно. Это же тысячи филологов за это время было выпущено, сотни историков было выпущено за 23 года. Они же все наверняка практику проходили, сотни людей через вас прошло. Не, ну, конкретно, например, практику у нас никто не приходил. Вот, скажем, по просьбе, вот сегодня она кандидат исторических наук. Но в ее знаниях там Ленара Мустафаева, Чубукчиева была Мустафаевой, в свое время она была, ну, мне там очень большие люди меня здесь попросили просто выдать ей справку. Она не хочет ехать там в деревню, о том, что мы ее якобы эффективно принимаем на работу. Понимаешь, там Сакский район после, скажем, ТИПУ, выпускница татарского отделения. В августе она ставит перед фактом, так как мы выдали, мы должны ее принять на работе. Петров, который опасался этого, ставил круговую печать, я не был это, там, владельцем печати или каких-то финансовых этих, у меня чисто наука экспозиции была. Он говорит, ну, придется принимать, потому что по законам того времени она имела право, даже так как мы ей выдали такую, что как молодому специалисту квартиру должна, мы ее приняли на работу. Но после я был разочарован, человек закончил татарское отделение, не владела языком, можешь представить? Не владела языком. То есть вы общались... Это не значит, что все талантливые были. Вне зависимости от национальности, только вот... У меня критерий был порядочность, да, и научные эти самые. Вот, да. Вы рассказывали, Ефимов с вами... Да, очень долго. Дома месяцами жил, мы с ним и экспедиции по Крыму. Вы среди крымских татар не нашли таких вот мощных... Не скажу, а? Ну, я имею в виду студентов таких способных за это время. Ну, были, допустим, у нас не вузовская. Наши известные сейчас там Нариман Сейтягяев, там, но они с вами... Не, они приезжали все, беседовали, мы там арабские надписи расшифровывали. Но поймите, это у нас не сфера образования, понимаете? Музей все-таки это такое учреждение, да, у нас экспозиция. Практика же у вас проходила, да? Практику отдельно, вот кроме Ультер, кто еще там проходил? Вот проходила, кстати, скажем, та же Эльвира Казас, выпускница Ташкентского исторического. Но мне по своей глупости я ее рекомендовал турецким историкам, она поехала там, вышла замуж, и, по-моему, только одну или две в крымстатском журнале Эмель статью опубликовала, и все, и куда-то пропала. Кого еще? Точно так же молодой человек с украинской фамилией, как в Турцию рекомендовал, а он там продавцом оказался, зажигал. То есть вы продолжаете контактировать с нашими исследователями? Ну, естественно, да, по мере того, как вот насколько кто компетентен. Вот я, как Гирей, вот тебе такой факт приведу, понимаешь? Вот несколько раз приезжал Айдер Мемет, он доктор наук, я не доктор наук.
Но он там перед сотрудниками хвалился, что вот мой ученик, хотя он ни одного часа нам не преподавал практически, я молчал. Один год он приехал, скажем, с академиком, доктором филологии наук Кенесбай Мусаевым. Известна тебе эта личность? Это грамматику, значит, у него сравнение грамматики тюркских языков, специалист по караимскому языку. И научный руководитель при защите докторской диссертации «Истоки формирования крымстарского языка», это Айдер Меметов. Я и веду их по ханскому анваршу, понимаете? Они два доктора наук, там арабские крупные надписи, крупными буквами. Они начали сами, я их не просил, по слогам читать, запинаться неправильно, там и кое-что смущало. Это говорит о базовой там советской, понимаешь, хотя востоковедение сильное, но это не значит, что доктор наук, понимаешь, вот как там Ганкевич что-то мне пытался исправить, я после про Гаспринского скажу. Ну ладно, я провел экскурсию, и когда улучшил момент, там Айдер Меметов отошел, я позволил в 1975 году структура тюркских языков, сравнительная, по-моему, лексика тюркских языков, есть труд такой, Кенесбай Мусаев в Москве выходил, я его покупал в Москве, я говорю, позвольте с вами, говорю, не согласиться, уважаемый профессор, понимаете, вы там пишете вот такое предложение, такую формулировку, что так как в караимском языке намного больше грецизмов, чем в крымстарском, значит, они более древние насельники, а мы, оказывается, пришельцы. Я вам говорю, сотни и сотни слов приведу. Он тогда промолчал. Но, будучи, видимо, очень добросовестным, понимаешь, человеком, членом Академии наук, на следующий год, когда вот сезон, лето, во дворе тысячи туристов, мне кто-то вылавливает, говорит, тебе там ждут пожилой мужчина и женщина пожилая. Во дворе просят тебе срочно найти, там лето, середина сезона, весь двор. Я подошел, узнал, он говорит, узнай? Я говорю, да, узнал, Кенесбай Мусаевич вас. Он познакомился с супругой, красивой женщиной, еврейка такая, тоже какая-то наука, я не знаю по какому профилю. Он говорит, ты мне в прошлом году вот такую вещь сказал. Чем ты можешь мотивировать, понимаешь? Я ему сказал, вот ты, который нарабатываешь, я не все мог, но много мне знакомо с этой, понимаешь, с южнобережного диалекта. Я ему сказал, вот про нашу лексику, насколько много грецизма. А караимском говорю, вот вы, пожалуйста, словарь, который вот последний такой более-менее научно выходил, вы не найдете этого. Вы за это. Он все внимательно, ничего не возразил. Знаешь, все, выслушали, кивали с женой. Я говорю, может, в музей ходить? Ну, думал, вот люди приходят, там, чтобы не платить, там, нет, мы, говорит, ради этого, мы, говорит, отдыхаем, где-то назвали санаторий Южнобережье. Ради вот этого, говорит, я приехал с тобой поговорить, понимаешь, чтобы узнать. Вот человек ничего не сказал, что я там делаю замечания, скажем, понимаешь, вот, как вот наука такая вещь. Или вот тот же покойный Ганкевич, жалко, конечно, покойный, мне там по аннотациям Гаспринского кое-что, какое-то замечание сделал, понимаешь, о том, что отец его якобы из такого происхождения благородного, там дворян, а мать никто. Он, не будучи тогда, не зная, что его мать, вообще там восходит, знаешь, к этим, да, контакт-узелам, знаешь, да? Если вот расследовать хорошо, вот Фатма Ханум, там она из этих, как его, Ширинс, там все крови замешаны, карачайские, они в конечном итоге. И после, я такое позволил ему сказать, я говорю, извините, как он, я говорю, смотрите, вот все, особенно когда там начинают в газетах, крымских, журналах, там популярных, выпускать научно-популярные статьи о Гаспринском. И пробегаются по нему, его труды, и говорю, смотрю, вот ты там доктор исторических наук, доктор искусствоведения Червонная Светлана, 2-3 доктора филологии, Исмаил Керимов, там, Айдер Меметов, я не знаю, кто еще, это, как ее, женщина есть, недалеко, Айвасилская. Аделя Меметова. Они, говорю, по просьбе, видимо, этих изданий, дают, ну, может, это самое, сейчас закончим, и начинают обозревать, что вот его роман там утопический. Я понимаю, что целый ряд докторов наук, его Даруль Раат Мусульмана, что они не читали его. Иначе кто-то первый когда-то Климович назвал, для того времени он, может, был, но кто знает там и современность, и прочее, понимаешь, это, знаешь, не поймешь, о чем я речь веду, не поймешь, а? Я хотел еще спросить, вот как вы считаете, вот сейчас
как вот все ваши знания сохранить? Я просто какую-то монографию хочу выпустить. Вы уже наработали вот за 23 года. Я практически, да, уже... Не. Ну, в виде отдельного труда самое основное, например, конечно, вот, например, по Ханскому. Я не хочу многое, что нужно, например, там Гайворонский написал, в телевизионной передаче, там много опровергается. Это не так, как он. Он какие-то постулаты выдвинул, сам придумал на ровном месте, чего того не было, понимаете? Но я этого почему долго не делал, потому что он в мое время, наши все сотрудники знают, долго болел онкологизмом, его с трудом мы вытащили, знаешь, мы операцию сделали, вот это гранулема, там прочее. И как мать говорила ему, мы по соседству там живем, недалеко от нас всей улицы, мать говорила, вы его не трогайте, говорит, он очень, действительно, он болезненно воспринимает все-таки. Я не могу это, потому что это он там многое что-то неправильно. Вплоть до того, что портал Оливиза, вот наш там герб. Ну, я могу свой вклад внести, если вы хотите. Если Хасметолса вы будете в Симферополе, можно делать вот типа как-то вот сохранять ваши отдельные по каким-то темам, можно сохранять какие-то блоки информации. Если вам это интересно. Я долго думал, я думал где-то там... Писать, конечно, книгу, это тоже надо. Почему? Ну и уметь, и талант должен быть, и время, и все это, конечно, почему надо. Ты так считаешь? Потом издать надо тоже, найти где-то. Например, у меня в Москве был спонсор, но после я когда увидел политическую позицию, там Тимур Булгаков, знаешь такого, да? Я не хочу к нему, он там даже авансом там доллары начал присылать, все, говорит, давай. Это не проблема. Я хочу одну монографию такую, а другую уже чисто литературную. Две книги, все, больше ничего не хочу. Почему? Потому что сегодня вот пишут там тамга, весы, понимаешь? Это анекдотический стиль. Как вы видите тарах тамга? И называете весом. Если я вот, например, вижу чайник и буду называть это кофейником или вообще там, скажем, каким-то вазой, это примерно такое. Откуда это пошло? Это я сам виноват частично. Это у вас же еще статьи были у редактора Авдета, да? И Авдет перепечатал, выходил журнал чисто для этих геральдистов Украины. Я состоял членом общества, до сих пор, наверное, состою там Украины геральдистов. У нас, как его, Анатолий, как же его возьмели, Львовяне, там институт научный, геральдики. Вот там они оттуда укороченно взял этот шевкет, в этот, там про тамгу. Но тогда я еще не знал его значения, понимаешь, не знал. А этот вот весы и прочие, там, это Хакан Крымлы, не в ту степь пошел, Мустафа поддержал, это совершенно не та, ну как вот можно назвать? Я не говорю, что я открыл. Это я случайно в библиотеке в Казахстане одного ихнего, скажем, сказителя, историка, который родился в 18 веке и написал в 19 веке, я там нашел, что такое значение там тарах тамга. И это очень хорошее значение. Это наиболее прием и вообще, это действительно то, что это самое. Но это не гребень, не расчет, что хан и мы гребень там брали, понимаешь? Надо смысл слова знать. И в ханском это подтверждение есть на портале, и даже гайворонские эти тексты, которые до него там в Русской академии арабисты писали, и сам я ему говорил и подсказывал, я говорю, посмотри, Крачковский был командир, он исправлял, что это не так. Я не знаю, почему. Конечно, сейчас пошла. Все ресурсы надо бросить на то, чтобы вот создать, может быть, типа как вот Гайворонский там книгу какую-то, вот, но вот это надо бросить. Да, я вот две книги, одну монографию по науке хочу, много вещей. Вот результаты, вот то, что вы говорили, вот экспедиции ваших, да? Да, много там, наработок много, фрагменты вот есть. Эти все видеокассеты, их же можно в интернете разместить. Их надо сначала оцифровать. Да. А после сауна сервера. Да, и пойду, вот я тешу, я не надо людям, чтобы не говорили, вот, например, по фонтану, я его первый раскрыл. Нет, после Бронштейна написал одну эту самую статью, когда Малиновский писал, вот я, например, как суфийский фонтан слез, понимаешь, раскрыл. Другие начали, там, этот молодой Алиев, ну, вы мою, вот, или как недавно пишет, она ищет значение фулту, понимаешь, вот, моя Абдулганиева. Я ей даю подсказку. Я говорю, вы технология, вот весь упор в технологии, что бурмаш что значит? Она мне отвечает, человек не понимает, поэтесса. Не надо мне учить, я сама знаю, мне уже, там, полтуяпма, понимаешь, это рулет, хатмер, это то же самое, что бурма, это калька греческая, понимаешь? Хотя есть еще две теории, что такое фулту, знаешь, изучал, я человек подсказываю, ну все.